Со слезами на глазах и взрослые, и дети. Сегодня именно они организаторы митинга и его главные участники. Акцию у Дворца творчества детей и учащейся молодежи проводят представители молодежных и детских общественных объединений. Боль утраты отозвалась даже в самых юных сердцах. Ведь среди жертв пожара оказалось немало сверстников. Дети следят за событиями в мире, в России. Конечно, они в курсе той трагедии, которая произошла на днях в Кемерово. Они находятся в шоковом состоянии и очень хотят каким-то образом выразить свое отношение ко всему произошедшему. Именно поэтому дети в том числе и посещают те митинги, акции, которые проводятся у нас в городе, в республике. Участники признаются, за новостями следят регулярно и очень надеются, что печальный список не пополнится. Начал следить за всей этой новостью с вечера 25 марта. Сначала я думал, что ничего такого опасного не будет. Сначала просто оглашали о том, что пожар, потом появились первые погибшие. Кемерово тоже небольшой город такой, чувствуешь, что маленький, если город, то ты не чувствуешь такой опасности, что это может произойти с тобой. Вообще, я думаю, даже в больших городах люди не чувствуют, что с ними может произойти вот именно такие трагедии, как пожар. В финале акции к импровизированному мемориалу возлагают цветы, свечи и детские игрушки. Такой же митинг прошел возле Сердца в Кировском парке. Теперь здесь сыктывкарцам о страшной трагедии напоминает стихийный мемориальный комплекс. Нужно, чтобы услышали те люди, которые сидят вот там наверху, и делали свое дело как нужно. Вот и все. Это вот мое личное мнение. Я думаю, со мной согласятся все так же люди. У нас на самом деле ведь тоже два больших торговых центра. Задумываешься, когда мы идем туда, мы на самом деле оставляем детей в этих игровых комнатах, уходя гулять по этому центру. Сейчас, мне кажется, каждый родитель сегодня здесь задумался о том, что нужно быть как можно больше времени со своими детьми. Память по погибшим в страшном пожаре почтили и жители Вуктыла. Вечером возле входа в храм Благовещения Пресвятой Богородицы активная молодежь города организовала мемориальную акцию. Жители принесли розы, игрушки, зажгли десятки свеч. Память о погибших почтили минутой молчания. После настоятель иерей Роман отслужил панихиду и за упокойную литию о погибших. О блаженном успении, вечный покой, подашь Господи, с общим рабом Твоим, все с нами поминаем и всем погибшим, страшной трагедии Кемерово. А это Ухта, Комсомольская площадь. Здесь акцию без плакатов и длинных речей организовала рядовой житель города и молодая мама Евгения Ждан. Говорит, молчать нельзя, в такое время нужно быть вместе. Я предлагаю нам всем объединиться. Я предлагаю нам проверить ту же ярмарку, школы, сады, заняться этим вопросом, потому что я хочу каждый день спокойно отводить своего ребенка в сад, в кино. Не остался в стороне и Сосногорск. На площади возле Дома детского творчества собрались десятки жителей, большинство – дети. Слова Кемерово «Мы с тобой» звучат чаще всего. В завершении в небо снова взлетают белые воздушные шары. Я прошу вас, взрослые, оглянитесь вокруг, посмотрите в глаза этих детей. Именно мы приняли решение, чтобы они появились на этой земле. И именно мы несем за них ответственность. Мы должны защитить их всегда, везде, любой ценой. Ну а погибшим и их родственникам Кемерово, мы с тобой. Воркутинцы провели митинг на площади Мира. Кемерово и Воркута – города шахтерские. И здесь о крупных трагедиях знают не понаслышке. Больше всего обидно то, что в этой ситуации никто ничем не мог помочь. Когда у нас была авария на шахте Северной, именно горноспасатели первые откликнулись и приехали в Воркуту к нам на помощь. Еще раз говорю, очень жаль, что ни спасатели, ни пожарные не смогли помочь людям в пожаре. То, что случилось, это, конечно, чудовищно. Глупо, как говорить, столько сказано всего, там трагедия, ужасно. Хочется просто, чтобы люди понимали, что они не одни. У меня в Кемерово живет друг, который здесь был в Воркуте. Я очень надеюсь, что с ним ничего не случилось, что он жив и здоров, и с его семьей тоже все благополучно. Что они, очень надеюсь, что не попали в этот торговый ужасный центр. Вова Чепик, если ты живой, просто скажи, что ты живой.
Трагедия в Кемерово отозвалась глубокой скорбью во всей стране, республике, в каждом городе, даже в каждой семье. Все понимают, это не вернет жизни, но, возможно, хоть чуть-чуть поможет родственникам погибших пережить сильнейшую боль. Таисия Жакова, Евгений Стокос, Олег Костромин, Кирилл Нифонтов, Илья Пузанов, Павел Дурников, телеканал Юрган.